5 октября 1918 года коллегия НКВД РСФСР утвердила инструкцию об организации отделов уголовного розыска. Именно от этой даты начинается отчет со дня образования овеянной в кинематографе романтикой службы уголовного розыска Российской Федерации. Если кирпич вор, он должен сидеть в тюрьме. И людей не беспокоит, каким способом я туда его упрячу. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Вот что людей интересует. Сегодня уголовный розыск – это одно из важнейших подразделений ведомства. Это изнурительная и опасная работа, которую выдерживают только сильные духом люди, преданные своей профессии. Именно сотрудники уголовного розыска всегда были и остаются на переднем крае борьбы с преступностью, неизменно проявляя в самых сложных ситуациях выдержку и самообладание. Мы сейчас выезжали на место совершения, получается, у нас кража, 158-я, часть 2. Там поступил вызов, что у данного гражданина украли денежные средства путем свободного доступа телефона с мобильного банка. На вызов выезжаем, если это тяжкое преступление, там уже можем задержаться. Так данное преступление мы где-то около полутора часа были. Потому что пока пришли, осмотрелись, осмотрели место происшествия, где там отпечатки взяли, там видео пытались просмотреть, где пути отхода-выхода, где он может уйти. На вызов выезжает, в данном случае у нас 158-я, часть 2, там выезжает следователь, оперуполномоченный и эксперт, криминалист, который фотографирует место совершения преступления. Суточное дежурство заступаем с 9. Получается, с 8:30 утра до следующего утра на сутки заступаем, оперуполномоченный, и также следователь, эксперт и дознание. Дежурные сутки бывают разные, да, где-то может по 3, по 5, по 6, и более 10 может вызовов. И от дня недели тоже зависит. Конец недели, начало недели. Большинство случаев сейчас у нас распространилось, что мошеннические действия там. Большинство и сейчас по телефону, средствам связи интернета там названивают или какие-то сайты такие заказывают. В основном процентов такие пошли. И бывает, да, бытовые ссоры вот эти. Следственно-оперативная группа выезжает по линии дознания и по линии следствия. По линии следствия получается тяжкие преступления и дознания легкие. И может и участковый, либо и опер выезжать с дознанием. Там тоже от этого дежурный уже распределяет тяжкое преступление или средней тяжести. Сотрудники уголовного розыска расследуют наиболее тяжкие преступления, в том числе и убийства. Для них нет срока давности, поэтому работа сотрудника несколько отличается от того, что показывают в кино. Прежде всего, это аналитическая работа. У нас в отделе работает 10 сотрудников, 10 оперативных сотрудников. Основная работа у нас отталкивается от совершенного преступления. Это тяжкие преступления. Наш отдел занимается чисто убийствами, тяжкими телесными повреждениями, изнасилованиями. И также частично мы также занимаемся телесными повреждениями, которые совершаются в части 1, 3, 111. Кстати, тяжкие телесные повреждения. Основная работа строится, это у нас вся республика в целом. В общем, мы реагируем на любые виды преступления, вот эти тяжкие убийства, отслеживаем их, которые проходят у нас по сводкам. И также у нас существует кураторство. У нас отдел распределен по районам среди сотрудников. И каждое дело, оперативное сопровождение каждого дела, вот это тяжкое преступление, она в целом ложится на плечи моих сотрудников, как говорится. Все вплоть до суда и вынесения приговора по делу оперативного сопровождения. От раскрытия до вынесения приговора. Я работаю, в общем, в системе МВД 38 лет календарных. Из них в уголовном розыске я с 1988 года. Это 33 года работаю чисто в уголовном розыске. А чисто по раскрытию убийств работаю с 1993 года. Какие качества требуются? В основном это умение работать с людьми, находить общий язык. Наша работа в основном строится на свидетельских показаниях. Я не считаю то, что криминалистические следы, биология, то все. У нас чисто работа с людьми. Основная нагрузка ложится на выявление свидетелей и очевидцев преступления. Как гласным путем, так и негласным путем. Понятно, да? Это. А то, что работа с самим подозреваемым, я считаю, как вторичная. То есть добыча первичной информации в отношении лица, совершившего преступление, это
самое важное в нашей работе. И поэтому настоящий оперативник, он должен быть психологом. У нас также есть отделение существует, которое занимается раскрытием преступлений прошлых лет, совершенных в те далекие годы. Потому что все наши преступления, категории тяжкие, они относятся к бессрочным. На них не существует срок давности как бы. Они проходят все через суд. Конечно, тяжелее раскрывать преступления прошлых лет, потому что теряется свидетельская база, там, техническая база какая-то, там, вещественные доказательства. Иногда бывает, что не находятся. Поэтому существует такой критерий, это занимает больше подготовительной части. В общем. Да, иногда разработки ведутся в течение года, например, 1,5 лет, 2 лет, пока там устанавливаются вот эти, да, фигуранты этих преступлений, где их местонахождение, живы ли они или нет, поменялась ли их позиция, отношение к этому преступлению. Это тоже немаловажный фактор. Ваша работа, да, она часто становится основой для различных кинолент, для фильмов, да? Скажите, пожалуйста, вот то, что показывают на экране, оно соответствует действительности или все-таки это художественный вымысел? То есть в чем различие между реальностью и картинкой? Да, конечно, это вообще различие большое, конечно. Это, ну, как бы жанр такой существует, он востребованный, зритель ждет таких поворотных моментов, и у них всегда находятся свидетели, очевидцы, как бы, какие-то там вещественные, ну, как-то легко у них все происходит, а на самом деле в жизни это не так. Да. Работать с людьми это очень трудно, очень психологически, в общем. Ну, есть какая-то часть, конечно, видимая, но если внутри все вот это как происходит, это совсем другие вещи. Немножко жестче. И немножко умение мыслить надо, в общем, анализировать. Анализ – это самое главное, да. Анализировать ситуацию. Вот, в общем. Но есть же, ну, существует еще такое понятие, как оперская удача, как бы. Бывает, идет валом, например, такое, ну, полоса идет вот такое, а иногда нет. Но в жизни всегда черное и белое. Сами знаете, да, и по жизни, и по работе то же самое. Главное в нашей работе терпение, настойчивость, кропотливость и умение мыслить. Да. И обязательно у сотрудника уголовного розыска должно быть профессиональное чутье. Выработанное, ну, это годами приходит, конечно. Вся работа строится по плановой схеме, да. Мы же не просто так отталкиваемся, мы запланированно все это расследуем. И проводим оперативно-розыскные мероприятия. Ну, а вот такие моменты, то, что, да, как говорится, на жаргоне раскалываешь там преступника, ну, это уже чисто психологические моменты такие. А вот такие, ну, прям захваты, погони, стрельба, такого редко бывает, да. Настоящий оперативник, он должен жить, работать. И независимо там от 9 до 6, после 6-15 ты не оперативник. Мы все время думаем о работе, как нам раскрыть, как путем выйти на этого преступника. Если пример привести, в прошлом году осенью вот в Аймаконском районе был труп обнаружен в реке. Ну там сброшенный, с грузом там, все, с ножевыми там. И входят тут уже региональные, межрегиональные связи уже у нас пошли. Ну это было связано с нелегальной добычей драгметалла, перевозками и тому подобное. И тут были задействованы, значит, эти с других регионов преступники. Тут целая цепочка, схема такая довольно-таки сложная. И мы совместно с ФСБ России провели комплекс оперативных мероприятий. И вот буквально дело было направлено в суд, преступники изобличены в этом совершенно. Там присутствовали не жители Якутии, сам потерпевшие и преступники оказались они, ну, выходцами с России, с российских регионов. В чем усложняется наша задача, конечно, там и Кавказ, и все прочее. И очень длительные командировки, ну прямо всем составом, ну почти полгода мы в командировках пробовали вот, по задержанию, по собиранию вещественного доказательства. Информационный век вносит свои коррективы в работу. Сейчас преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, являются одним из проблемных аспектов. Преступники активно используют технологии в своих схемах по хищению денежных средств. Однако не менее актуальны и традиционные виды преступлений. По большому счету наш отдел занимается большей частью всех преступлений,
которые регистрируются на территории республики. То есть это непосредственно все кражи, грабежи, разбои, угоны, в том числе кражи МТ, ну и, соответственно, все вытекающее из них. В настоящее время наш отдел состоит из 8 единиц. Сколько происшествий в неделю, скажем? По-разному бывает. Здесь же может быть совершено и одно преступление за неделю, но оно будет само по себе вызвать такой общественный резонанс, в том числе и по тяжести, по способу совершения преступления. Ну и, соответственно, от этого и будет вытекать вся уже работа. Ну а так, в среднем, если вам действительно интересна эта цифра, то в день, минимум на территории города, порядка 10-15, от 10 до 15 преступлений именно по нашему направлению совершается. Когда вы выезжаете на место, скажите, пожалуйста, план ваших действий. Все начинается с осмотра. Надо сложить пазл, посмотреть, заметить нюансы. То есть, соответственно, организация всей группы, которая туда выехала. Это все же общая работа. Работа следствия, работа экспертов, работа... это связка. Работает следственно-оперативная группа, к которой подключаются уже линейные сотрудники уголовного розыска по направлениям. Вот и начинается все с осмотра места происшествия, потом дальше опрос граждан, осмотр близлежащей территории и так далее, далее. А так, из курьезных моментов, у нас, конечно, преступники не хотят, чтобы их поймали. Частенько выбирают места не самые столь подходящие для того, чтобы спрятаться, и неочевидные, в том числе и для сотрудников. Мы, помнится, проводили обыск, по-моему, в районе Улаханана, в частном доме. Нам поступила оперативная информация, то, что человек, причастный к серии краж, как раз скрывается у своих родственников. Вот мы туда, приехали и на протяжении, наверное, часа проводили обысковые мероприятия по его обнаружению. Облазили все, найти вообще нигде не могли, заглянули куда угодно. Уже собирались уезжать, и здесь у нашего разыскиваемого терпение закончилось. Он, оказывается, залез там в трубы, обвернулся стекловатой. И вот в этой стекловате час лежал и терпел, а потом уже, видимо, чесотка его замучила. Он перестал, начал кряхтеть, ворочаться и вылез оттуда. Там были случаи, когда люди прятались в диванах, так смотришь визуально, знаешь же человека, как он выглядит, рост, приметы, телосложение. А он спрячется в какой-нибудь диван, там, в морозильную камеру. Такие случаи тоже, конечно, были. А из курьезных моментов, не то чтобы сказать, из самых запоминающихся, один из таких случаев, это в 2008 или 2007 году, скорее всего, 2008 год, на территории города были совершены разбойные нападения на квартиры. То есть, это вообще уже изначально разбой само по себе тяжкая статья, когда он совершается там в магазине или еще где-то, а тут и в квартире. Мы не могли понять, по какому принципу преступники вообще выбирают место совершения преступления, почему именно эта квартира. Потому что ни на что не похоже было. Пытались за это долго уцепиться. В итоге вышли на след, оказались к этому причастны медбратья, которые, посещая адреса на вызовах, оценивали обстановку в жилище. И если видели, что там можно чем-то наживиться, как раз они по такому принципу выбирали места, на которые совершат нападение. Мы очень долго на них выходили, и при задержании доказать-то в принципе и нечем было. Вроде бы и вышли на след, но следствию это будет недостаточно. Мы это прекрасно понимали. И уже из последних надежд, осматривая машину, обнаружили похищенные ювелирные изделия из одной из краж. Вот, собственно, так оно и было раскрыто. Я считаю, что это, наверное, и есть курьезный момент, когда сопутствует всему и удача, и сама специфика преступления, каким образом они совершались. Вот наглядный пример, наверное, того, с чем сталкиваются иные сотрудники. Никто же не подумал бы так, и сами не подумаем. Эти же людей, врачей, запускаешь всегда в квартиру. Я не хочу никому разе в отношении наших коллег выразиться с плохой стороны. Такой случай был. А рутина, она в каждом деле. Из каждого дела, даже дело, которое я вам рассказал сейчас, оно всегда тоже предшествует, прежде чем раскрыть это преступление, всему предшествует рутина. Это сбор материалов, документирование всей деятельности, то есть анализ всех рапортов, то есть опрос граждан. Это же все, грубо говоря, когда следственно-оперативная группа отработала, там потом сотрудники уже сами линейных отделов, зональных отделов провели дополнительные обходы, опрос граждан. И этот весь массив информации, он потом и начинает изучаться. Это все отсюда начинает вытекать вся рутина.
А еще больше рутина сталкивается после того, как уже задержали преступников, это доказать их окончательную вину и направить в суд. Соответственно, они же тоже прекрасно понимают, какие последствия могут для них возникнуть, и хотят выйти с минимальным ущербом для этого. То есть некоторые даже хотят, ну, я уже не говорю о том, что они хотят получить минимальные сроки, но некоторые хотят получить и условный срок, несмотря на тяжесть совершенных преступлений, что тоже вызывает. Вот там начинается основная рутина. Сбор доказательств, неопровержимых доказательств.